ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Все самое важное за эту неделю. Ситуация на 13 апреля. Мэр провел традиционный брифинг. Теперь их 3. Коронавирусная статистика пополнилась 2 больными. Четверг без роста. В статистике нет изменений. Транспортное сообщение с поселками и рост заболевших. Итоги пятидневки. И искусство не знает границ. Ухтинские артисты провели карантинный концерт. Смотрите прямо сейчас. В понедельник мэр Ухты провел традиционный брифинг с журналистами. Магомед Османов рассказал о ситуации на 13 апреля. Начали с коронавирусной сводки. В боксах инфекционного отделения УГБ по-прежнему 8 человек. У одного пациента подтвержден анализ на коронавирус. Диагноз остальных пока под вопросом. В удовлетворительном состоянии. Единственное, на субботу последняя поступившая дочка этого пациента больного была немножко средняя степень тяжести, но на сегодняшний день тоже состояние удовлетворительное. Поэтому поводов для того, чтобы паниковать, у нас в Ухте пока на сегодняшний день нет. Также обсудили ситуацию с постами для проверки въезжающих-выезжающих в Ухту. Ранее было озвучено, что они будут. В пятницу стало известно, что МВД Республики Коми не поддерживает такое решение, так что ужесточение мер в этом плане пока не планируют. Но в городе по-прежнему ходят патрули. Пока никому штрафов за нарушение правил режима повышенной готовности не выписали. Тем не менее, мэр Ухты в очередной раз напоминает о важности самоизоляции. На сегодняшний день единственное средство, которым можно себя обезопасить, это действительно самоизоляция. Других средств сегодня нет. Поэтому очень большая просьба без большой необходимости из дома не выходить. Это тяжело, это очень трудно, я понимаю, но все-таки это единственный способ каким-то образом себя сохранить. Обсудили вопрос открытия предприятий малого и среднего бизнеса. Пока республиканское постановление не вынесено, согласовывают списки предприятий, которым разрешат продолжить работу. В связи с этим возможно и возвращение общественного транспорта из поселков. Но маршруты, если и заработают, то в усеченном формате 3 раза в день, утром, в обеденное время и вечером. И только по пропускам. Предполагаем, что мы все-таки какое-то количество автобусов с поселков, не в городе, с поселков мы запустим. Но на таких условиях, что действительно, еще раз повторяю, это выезд с точки А и приезд в точку Б. Если мы сегодня говорим, что конечный маршрут, к примеру говоря, на Яриге, или, к примеру говоря, Шудаяге, или на Водном, есть конечная остановка там. С этой конечной остановки, без остановок, автобус проследует на конечную остановку, которая здесь в городе Ухта. Так, Магомед Османов считает, что не стоит запрещать отмечать Пасху в местных храмах. Поверьте одному, это святые праздники. Что бы там ни было, война была, Пасху делали там. Была война, было все что угодно, но Пасха была. Родительские субботы эти были. И намного худшие годы были. Почему мы сейчас это все запрещаем? Нельзя это делать. Запретить человеку духовно как-то жить, но это у меня в голове не умещается, понимаете? Можно физически его чем-то ограничить, да, любого человека можно физически ограничить, но духовно ограничить человека невозможно. В каком формате пройдет пасхальное богослужение, пока не ясно. Изначально в храмы хотели пускать лишь ограниченное количество лиц, но в воскресенье стало известно, что Роспотребнадзор по Коми выпустил постановление о запрете религиозным организациям проводить мероприятия с большим скоплением людей. Это касается и богослужений с 12 по 30 апреля. В Ухте официально подтверждено 3 случая заболевания COVID-19. Об этом на ежедневном брифинге сообщил мэр Ухты Магомед Османов. Все больные, самому молодому из них чуть больше 20, чувствуют себя удовлетворительно. Этот пациент ранее был выписан из республиканской больницы и после того, как там обнаружился заболевший, был госпитализирован в УГБ. Еще один пациент переносит заболевание в легкой форме. До сегодняшнего дня был на домашней самоизоляции, которую должен был соблюдать после приезда в Ухту.
За этот промежуток времени, когда он был дома, неоднократно совместно с милицией Роспотребнадзора выезжал и проверил. За это время он успел неоднократно выйти на улицу и погулять, и походить, и в магазины сходить. Очень неадекватно ведет себя, очень неадекватно. Хотя человека и предупреждали, что он несет уголовную ответственность за заражение. Все. Несмотря на то, что у этого больного особо нет симптомов, по словам мэра, он чувствует себя как здоровый, сегодня будет решаться вопрос о его принудительном переводе в больницу. Еще 8 человек ждут результатов, у них даже нет первичного подтверждения. Одна пациентка снята с учета, ее анализы не подтвердили COVID-19. Всего под наблюдением медиков более 500 человек, результаты тестов пока не пришли. В общей сложности в Ухте сделано около 600 тестов. Но ситуация такая. Из них к нам пустыми вернулось порядка 80 тестов. Было до вчерашнего дня. С чем это связано? Медики это объясняют тем, что то количество анализов, которое приходит в тот же СПИД-центр на сегодняшний день, они не успевают. То есть анализы высыхают за это время, поэтому они возвращают их нам пустыми, и мы вынуждены повторно проводить. Мэр Ухты в очередной раз повторяет о необходимости проводить тестирование на месте, но пока этого не происходит, надеемся, что часть пришедших в Сыктывкар тестов пришлют к нам. Обсудили на встрече вопрос сообщения между Ухтой и поселками. Если тот указ, о котором мы говорили, главы будет подписан и будет увеличение работающих предприятий, мы будем анализировать с руководителями этих предприятий, которые будут открыты, какое количество у них сотрудников находится в поселках, и тогда уже исходя из этого будем принимать решение. Если людей будет много, автобусы пустят по усеченному графику и только по рабочим пропускам. Если людей с пригорода на вновь заработавших предприятиях будет мало, автобусы курсировать не начнут. В среду, 15 апреля, количество инфицированных коронавирусом в Ухте выросло вдвое. Подтверждение наличия заболевания пришло еще на 3 пациентов. 2 сотрудника Ухтинской городской больницы. Один из этих пациентов находится на больничном и дома, выявлено в поликлинике, когда брали анализы. Второй сотрудник – это работник больницы, который работал. Почему так получилось? Человек чувствует себя здоровым, крепким, но в организме нашли коронавирус. Предполагаем, что когда был случай с первым клиентом, который был у нас в больнице, тогда брали тесты на сотрудников больницы, и результат у нас сегодня появляется один. 3-й человек вернулся из Таиланда, был на самоизоляции, теперь также проходит лечение на дому. Все больные, теперь таких в Ухте 6 человек, чувствуют себя удовлетворительно. Один из них, как было сказано ранее, нарушал режим самоизоляции, несмотря на возвращение из-за границы. Вчера встал вопрос о его принудительной госпитализации, но к среде принято решение не переводить его на лечение в больницу. Обошлись предупреждением. Человек уже предупрежден об уголовной ответственности за распространение. Знаем уже 100%, что он болен. И если он будет нарушать режим самоизоляции, понятно, что человек будет отвечать по всей строгости закона, который сегодня есть в части заражения других болезней. Нет сегодня тоже необходимости его ложить в больницу. То есть человек даже не средней степени тяжести, а человек в удовлетворенном состоянии. Поэтому дома он, естественно, находится на контроле под наблюдением врачей. Поэтому здесь, может быть, сейчас у человека проснется ум, что не надо выходить, потому что за это он может получить срок, реальный срок. В свете последних событий из-за инфицирования врачей условно чистыми в Ухтинской городской больнице считаются только административно-бытовой корпус и 2-я терапия, в которой только что закончился ремонт. Те, кто проходит в УГБ плановое лечение, будут находиться там еще 2 недели по истечению срока своего лечения. Что же касается открытия предприятий малого и среднего бизнеса. Вчера вечером еще разговаривал с Министерством экономики, с министром Плеховым Константином Анатольевичем. Из всего этого списка было исключено только 2 пункта. Это тот пункт, где у нас парикмахерские, спа-салоны, бассейны, эти сауны. Этот пункт был исключен по настоянию прокуратуры и Роспотребнадзора. И пункт, где, оказывается, услуги, экспертные услуги, этот тоже пункт был исключен.
Но официальный указ с разрешением работать тем, кто в согласованном списке все же есть, на момент подготовки репортажа еще не вышел. Тем не менее, несмотря на то, что многие предприятия закрыты, на улицах людей меньше не стало. В связи с этим в Ухте с 16 апреля будут проводить санитарную обработку мест общего пользования. Это тротуары, это остановочные комплексы, это пешеходные переходы, это места, где, допустим, люди скапливаются, как та же, допустим, почта, перед почтой люди стоят. Это те же входы в магазины. Теперь готовят технику, она в городе есть, а также средства для обработки. Это 1% раствор гидрохлорида натрия, попросту говоря, хлорсодержащая жидкость. Администрация Ухты просит людей не пугаться специфического запаха. Проводить санобработку планируют с 18 до 20 часов. Это время, когда на улицах меньше пешеходов, при этом еще не начались вечерние заморозки. Как оказывается, техника с распылителями не терпит низких температур. Разве самоизоляция может быть барьером для искусства? Нет, конечно. Так ответили ситуации ухтинские артисты и сделали концерт в домашних условиях. Так певцы, чтецы и танцоры отметили приближающийся День Победы, ведь в этом году великой дате 75. Домашний концерт называется «Той весны никогда не забыть нам» и длится более часа. Самоизоляция и закрытые тренировочные студии не помешали даже танцорам, исполнившим хореографический номер «Синий платочек» в режиме онлайн. Всего в постановку в условиях самоизоляции вошли 19 тематических номеров. Что сказать, дерзайте дальше. Надеемся, что за период пандемии вы еще не раз поднимете настроение ухтинцев своим творчеством. На 16 апреля в Ухте нет новых случаев заболевания коронавирусом. 6 человек проходят лечение. Всего 11 человек получали первичный положительный тест, но, по словам руководителя администрации, 3 из них, выписанные из Коми республиканской больницы, идут на поправку. Об этом градоначальнику сообщил главврач УГБ. Полагаю, что, вероятнее всего, где-то, может быть, в начале следующей недели мы получим информацию, что у нас есть и не только заболевшие, но и выздоровевшие. В части тех, которые находятся под наблюдением, тоже количество не изменилось, так же самое осталось около 500, 503 или там 510 где-то вот так в пределах. Но количество тестов, которые мы взяли, увеличилось. Это порядка 750 штук на сегодняшний день. Дополнительно были взяты тесты почти у всех сотрудников больницы. Скорее всего, статистика все же будет расти, но Магомед Османов отмечает, что это зависит от самих горожан. Стоит сократить контакты и сохранять социальную дистанцию. Этот аспект, к слову, должны соблюсти и при праздновании Пасхи. В церковь на праздничную службу запустят небольшое количество прихожан. Остальные будут находиться на улице. Мы озвучку мы поставим, для того, чтобы все это слышали. Сегодня подписал постановление о закрытии улицы Октябрьской от пересечения 1 майской Октябрьской, где вот у нас Северянка, и до Косолапкина перед фонтаном. Там полностью движение будет перекрыто в этот день. Также сегодня в городе началась дезинфекция мест общего пользования. Она будет проходить как в Ухте, так и в поселках. Также мэр отметил, что на заседании штаба по противодействию распространению коронавируса поднимут вопрос о запуске автобусов с пригорода в город. Сегодня на штабе буду все-таки предлагать членам штаба, чтобы согласились запустить автобусы, хотя бы 1-2 автобуса с поселков. Еще раз повторяю, не по графику, как было раньше, 1-2 автобуса с поселка, чтобы запустить. Напомним, вчера днем вышел указ о возобновлении работы некоторых предприятий малого и среднего бизнеса. Это связано с тем, что вчера днем вышел указ о возобновлении работы некоторых предприятий малого и среднего бизнеса. В перечень вошли предприятия, осуществляющие деятельность в 41 отрасли. К примеру, автомастерские, ремонт бытовой техники, компании по ремонту жилых и нежилых строений, салонов красоты в списке нет. Таковы требования прокуратуры и Роспотребнадзора. В Ухте зарегистрирован 7-й больной с коронавирусной инфекцией. Пациент приехал в город в начале апреля. Приезжий с Украины, который заболел и обратился, брали тест, отправляли. И вчера пришел результат, что у этого человека обнаружен COVID-19.
Поэтому у нас на сегодняшний день в Ухте мы имеем 7 больных. Из них, вот мы, как с вами говорили, это 2 в больнице, и 5 находятся дома на полном карантине, на полной самоизоляции. Еще 11 человек ждут подтверждения диагноза. Как было сказано ранее, у 3 из них второй анализ не подтвердил наличие COVID-19. Если 3-я проба будет чистой, к началу следующей недели их могут снять с учета. Всего в Ухте под наблюдением медиков находится порядка 600 человек. Проведено около 750 тестов. Также вновь обсудили и перспективу появления в Ухте своей лаборатории для первичных проб. Не хватает вентиляции и особенно какие-то у них там есть фильтра. Их изготавливает завод Челябинский. Вчера было дано поручение Здраву, чтобы они заказали это. Цена вопроса где-то около 1 миллиона рублей. Мы подтвердили, что оплата будет произведена, найдем мы эти деньги. Одно из градообразующих предприятий готово финансово поучаствовать в работе по переоборудованию этого помещения. Неоднократно жители муниципалитета, в том числе и наши зрители, задавали вопрос о том, когда же возобновят работу общественного транспорта из поселка в город. Сегодня стало известно, что автобусы все же будут ходить. Правда, не из всех поселков, а из тех, где нет контактных с заболевшими и где нет жителей, находящихся под наблюдением медиков. На сегодня у нас чистыми остаются Водный, Ярига, Сидью и Югор. Из этих населенных пунктов с понедельника мы запускаем автобусное движение. Почему мы не говорим про Шудаяк? В Шудаяке у нас имеются больные, которые находятся дома на самоизоляции, не только в больнице. График работы автобусов появится чуть позже. В автотранспорт смогут попасть люди только с рабочими пропусками. Если ситуация будет развиваться в благоприятном ключе, возможно, автобусы пойдут и из других поселков, но чуть позже. Предполагаю, что, может быть, к концу следующей недели, я еще раз повторяю, если не будет у нас большого количества заболевших, то есть и изоляция все будет соблюдаться, и сама изоляция, то, может быть, мы и по городу частично, в том числе и Урмезе, в том числе и Тежнево, в том числе и Ветлосян, и Дальний, тоже какое-то количество автобусов, может быть, запустим. Но руководитель администрации отмечает, автобусы будут идти с конечных остановок поселка, не будут останавливаться по пути следования, а в городе будут работать только на высадку. Конечной остановкой таких маршрутов в Ухте будет автовокзал.